Утро, понедельник, звонок на первый урок, и в лицее номер 1, как и во всех российских школах, начинается торжественная церемония поднятия государственного флага и исполнения гимна страны. Этот традиционный ритуал служит официальным стартом занятия «Разговоры о важном». Каждое утро в понедельник у нас проходит урок «Разговоры о важном», на котором проходят самые разные темы, от агрономии до войны. Уроки разговора о важном – это важная часть в образовании, которая воспитает у детей патриотизм, любовь к родине, историческое наследство, высвобождает всевозможные кластеры информации и дает людям понять, насколько нужно любить и как нужно любить родину, рассказывает о ее героях, истории. Цикл неурочных занятий разговора о важном проводится в формате классных часов и направлен на формирование у школьников осознанного отношения к жизни и обществу, развитие моральных и ценностных ориентиров. Эти уроки проводят не только учителя, но и сами учащиеся, а также специально приглашенные гости. Я, как юноармеец, хожу к младшим классам, провожу у них занятия, направленные на развитие патриотизма. В преддверии Дня защитника Отечества, исполняющей обязанности главы муниципального округа Ольга Барабаш встретилась с лицеистами 7 А-класса. В рамках мероприятия «Разговора о важном» она обсудила с ребятами тему «Герой из соседнего двора», где речь шла о простых людях, чьи поступки и жизненный подвиг достойны уважения и служат примером для подражания. О героях прошлого мы узнаем со страниц книг и фильмов, читая хроники и исторические документы. Герои сегодняшних дней живут рядом с нами, в одной стране, городе, в нашем или соседнем дворе. Россия побеждала благодаря подвигам и духовной силе военных и политических деятелей, таких как Александр Невский, Дмитрий Донской, Петр Великий, Александр Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков, Константин Рокоссовский и многие-многие другие. Встреча прошла в формате открытого диалога, в ходе которого ученики рассказывали о героях своей семьи, делились своими размышлениями. Ребят, скажите, пожалуйста, каких героев, может быть, современности, может быть, из прошлого, вы можете назвать сегодня, пока мы еще далеко не ушли на теме, пока всех не повспоминали, может быть, вы кого-то уже сейчас можете назвать. Итак, герои современности и герои из прошлых времен. Могу назвать человека из России, Никита Евдоченко. Грамотными действиями он смог предотвратить атаку вражеских националистов, воздушную атаку вражеских националистов БПЛА. Очень хорошо. Еще кто-то может что-то сказать? Данил Волков, он, получается, выпускник лицея. Да, мы, кстати, сегодня о нем обязательно поговорим. Очень хорошо, что вы о нем вспомнили. В ходе занятия Ольга Барабаш особо подчеркнула, что в дни суровых испытаний для страны именно единение народа становится той движущей силой, которая позволяет преодолевать трудности и объединяет людей. Во время Великой Отечественной войны все граждане нашей страны объединились ради спасения Родины и всего мира от фашизма. Наше дело правое. Мы победим. Лозунг, объединивший не только армию, но и весь многонациональный народ нашей большой России. Имена героев Великой Отечественной войны увековечены на памятниках и мемориалах, а также многие улицы нашей Родины названы в честь их имен. Дорогие ребята, Великая Отечественная война, она прошла по каждой семье нашей большой Родины. В каждой семье у нас есть герои, в каждой семье у нас люди, которые есть, наши родственники ближайшие, которые ушли служить в Великую Отечественную войну. У меня есть прадедушка Канев Петр Федорович. Родился в 1916 году, в 1941 был мобилизован. Воевал на Карельском и Мурманском фронтах. Был разведчиком, финны прозвали его Волк. За его голову была назначена награда. 4-жды ранен. Награжден орденом Отечественной войны второй степени, медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, где мобилизовался в 1945 году, инвалид войны. В 1987 году умер на 71 году жизни. В 1985 году в честь 40-летия Победы был награжден орденом Отечественной войны первой степени. Учащиеся с искренним интересом слушали рассказ спикера о героических поступках современных детей. Бесстрашие и решимость живы и сегодня. Особое место на занятии было отведено ефрейтору Даниилу Волкову.
выпускнику лицея и участнику специальной военной операции, погибшему при выполнении боевых задач. На протяжении всего занятия дети, не отрываясь, слушали выступающую, впитывали каждое ее слово и мысль. Благодаря живому рассказу и доступной подаче материала ребята узнали много нового, осознали, что любовь к родине начинается с уважения к истории родного края и готовности прийти на помощь ближнему. Герои — это не выдуманные, а реальные люди, наши соседи, одноклассники, друзья. Герои — это люди, которые могут жить рядом с нами. Это те же самые люди, как и мы, которые тоже могут помогать людям и спасать друг другу жизни. Мужчина должен обладать качествами отвага, смелость, мужество. Герои — это люди, которые совершают подвиги, тем самым помогая другим. Урок не только обогатил кругозор, но и способствовал формированию важнейших личностных качеств — патриотизма, ответственности и уважения к великой истории нашей страны. Было намного интересно слушать, отвечать на вопросы, узнавать что-то новое. Я узнал то, что мой однофамилец Владимир Носов, оказывается, тоже служил. У меня служили два прапрадедушки, получается, Тимофей Дьяков, он служил в Харькове, к сожалению, погиб на войне. И Усов Владимир Яковлевич, он служил в Волгограде, вернулся с войны живой, но, к сожалению, не перенес. У ребят с 7 А-класса впереди еще много уроков и занятий, но чувство гордости за подвиги предков и современников они обязательно принесут через годы.